Но Хотя- после аннексии Крыма, мне кажется, любые варианты о том, что он типа на это не пойдет, отпали. Потому что никто не верил, что он на это Ну, пойдет. это вот, Да? вот твои ощущения. А Ну люди да. считали иначе. И слава богу, что люди сейчас, вот эти лидеры общественного мнения, о котором ты говоришь, я бы тут хорошее поискал, что они обратили на это внимание, и они говорят о невероятных угрозах Да, но общества. это выглядит немножко, ну, я выберу такое слово, лицемерно. Потому Я что... им не судья в этом Не, я смысле. тоже не судья, Слушай, но смотри. Вот это как если бы было так. Вот я там живу в Москве, пишу про демократию, про выборы в муниципальное Собраево, там, Пердяево-Зюзино, там, южное, районное, говорю, мы за демократию, умное голосование, туда-сюда. А потом вдруг раз, и пишу, перед этим я получаю паспорт иностранного государства, куда я могу спокойно поехать, и пишу, а теперь уезжайте. Вот все провалилось, уезжайте. Ну, ты-то уедешь, а эти-то куда уедут? Которых ты говорил, оставайтесь, боритесь, которые в тюрьму сели. Вот как это? Это вот такая же история, знаешь, про интеллигенцию, как про Светлану Алексеевич, прекрасный писатель, книги о войне, все там она прекрасно написала. И вот наступают белорусские события, и она говорит, ни в коем случае никаких противостояний, погуляли, пошли домой. 100 тысяч вышло, ничего, пошли домой, да. Ей говорим, если вы уйдете домой, за вами придут домой. И за ней пришли. Но она Нобелевский лауреат, и она уехала в Варшаву. А мальчик, который ее послушал, другие мальчики, и не мальчики, и девочки, и девушки, и женщина. Один уже в тюрьме убит, второй горло себе перерезал в суде, третий бросил с 16 этажа. Это как, знаешь, грубо очень. Но я скажу так. Вот это как во время войны такая вот гуманистка говорит, знаете, дети, вот концлагерь это не так уж страшно. Вы знаете, главное, дисциплину соблюдайте. Там вас и покормят, и попоят, и спать уложат. Главное, не деритесь с охранниками. А то, что там будет газ, не говорят. Понимаете, как можно так подставлять людей, которые тебя слушают? Айдар, Ну что это? я не белорус, и я не могу ничего А я судить. даже не про Беларусь, я вообще. Когда ты говоришь одно, потом другое, но у тебя уже загранпаспорт, ребенка, у человека ребенок в тюрьме сидит. Ну, ты предлагаешь мне Нет. осудить Светлану Алексеевич, опять же, она гражданка другой страны. Эта страна называется Беларусь. Я не знаю, что у нее в голове. И вот она так себя повела. Но я считаю, что все взрослые и участие в каких-то протестах каждый решает для себя. Вот каждый решает для Но себя. все-таки, давай без фамилии. Но моральная ответственность людей, авторитетов есть за свои слова? По Ну, отношению... понимаешь, в чем дело? Не все Так, взрослые. Ну как? ну, призвать людей идти на президентский дворец, а потом объяснять матерям, когда введут российские войска и в крови все это утопят, объяснять матерям убитых молодых людей, за что их убили, потому что в этой конфигурации, ты это прекрасно понимаешь, победы оппозиции в Беларуси не может быть, потому что это союзное государство, и Владимир Владимирович уже сказал, Путин, что, значит, мы не дадим. Да? Конечно. Поэтому вот погуляли и пошли по домам. А дальше посмотрим. Самое главное для меня в этом, для меня вот это белорусские протесты, они были для меня неожиданные. И я ими восхитился, в какой форме они не проходили. Потому что я Даже сам факт был удивителен. Не только для тебя, для всех. Для всех. И я очень аккуратно, я слышал и читал призывы, вот вы не понимаете, вас подавят. Люди выбрали такой путь. Это люди ответственные, взрослые. Они решили пойти по домам. Вот решили. И надо их выбор уважать.